Добрый вечер. В эфире «Региональные вести», в студии Лариса Шамаева, и в начале главных тем. Ярко, динамично и с размахом. Впереди захватывающая борьба за главный летний приз. На столичном ипподроме имени Саид Хусейна Закаева состоялись скачки на большой летний приз. Обязательный столб ислама. Паломничество в Мекку для мусульманина – настоящее событие. Из Грозного вылетел последний рейс с паломниками в святые места. Проверка знаний. У выпускников Чеченской Республики сегодня важный день. Школа сдает обязательный единый госэкзамен по русскому языку. Мощь лучших скакунов, накал борьбы и трибуны, замершие в ожидании финиша. На ипподроме имени Саид Хусейна Закаева прошли традиционные скачки на большой летний приз. Зрители стали свидетелями захватывающих заездов, где лучшие наездники и скакуны демонстрировали мастерство и отвагу. Но особым гостем мероприятия стал глава региона Рамзан Кадыров, известный поклонник конного спорта и ценитель скачек. Репортаж Лейлы Муртазовой. Скачки на большой летний приз вновь превратил ипподром имени Саид Хусейна Закаева в центр спортивных состязаний. В традиционных забегах участие приняли сильнейшие наездники и лучшие скакуны со всей страны. Главным гостем события стал ярый поклонник конного спорта Рамзан Кадыров вместе с соратниками. Трибуны заполнены большим количеством зрителей. Все они, затаив дыхание, ждут начала скачек. Первый забег в честь дня рождения заместителя председателя правительства Чеченской Республики, министра сельского хозяйства региона Висхана Мацуева. Лошади 3 лет чистокровной верховой породы стартует с максимальной скоростью на дистанции 1000 метров. На спринте, обогнав всех соперников, уверенную победу одерживает скакун Блэк Обарк, жокей Мурзабек Капушев. Эта победа не оставила равнодушным руководителя субъекта. Тут же он поздравил с важным днем Висхана Мацуева. Церемонию награждения провел министр внутренних дел по Чеченской Республике Аслан Ирисханов, и кубок был торжественно вручен победителю. Второй заезд был на приз памяти Хусея Висембаева. В нем лошади 2 лет стартовали впервые на дистанции 1000 метров. В этом состязании лучшим стал скакун Бейкер-Стрит, принадлежащий конному заводу «Волгоградский». Заместитель председателя правительства Чеченской Республики и министр труда, занятости и социального развития региона Усман Баширов передал награду победителю. Уважаемые друзья, поприветствуем победителя! Глава региона с азартом следит за скачками и от души радуется за каждого победителя. В перерыве между забегами Рамзан Кадыров пообщался с заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации Максимом Вейдовым, который прибыл в регион с рабочим визитом. Спасибо. Так что очень рад быть у вас в гостях. Сегодня мы провели хорошее совещание по животноводству. И хорошая перспектива есть по развитию. Мы будем все делать. Да, я знаю. Вам можно доверять. Главное, что была ваша поддержка. Все сделано. Совместные усилия. Да? Хороший ипподром, очень красивый. Хороший, молодцы. А мы сейчас занимаемся восстановлением центрального московского ипподрома. Там основные скачки. Мы там и приз президента ставки делали. Нет, в Казани тоже интересный. Хороший, да, новый современный. Ну, в Грозном лучше. Каждый раз скачки дарят зрителям массу позитивных эмоций. Многие из них посещают их на постоянной основе и признают, что Грозненский ипподром является лучшим. Один из первых лучших ипподромов. И призовые у нас всегда хорошие. И лошади всегда хорошие, собираются полные боксы. На данный момент
В России нету такого шикарного ипподрома. Тем не менее, наш глава нам выделяет, и наш министр сельского хозяйства тоже в душу влаживается. За приз реки Аргун боролись двухлетние кобылы чистокровной породы на дистанции 1200 метров. В этом забеге одержала победу Форманс, также из конного завода «Волгоградский». Я сюда приезжаю, как сказать, как себе домой приезжаю. Мне нравится. Я и в Гудермесе скакал, и здесь я всегда и говорю, что это один из лучших ипподромов пока на сегодняшний день в России. Атмосфера на ипподроме кипит. Кто-то пришел поддержать любимого жокея, а кто-то полюбоваться грацией скакунов. Впереди захватывающая борьба за главный летний приз. Далее настал один из самых ярких забегов – летний приз. Ворота боксов распахнулись, и лошади 2 лет на дистанции 1400 метров рванули вперед. Напряжение повисло в воздухе, и, оставив позади сильных соперников, победителем выходит Нохчи Ламонборс. Это вторая его большая скачка, и дважды он стал обладателем первого места – жокей из Сами Жидов. В прошлый раз он легко объехал. Сейчас он по скачке опух. Где-то 70-80% готовый он. Пожалели его по работе. Чуть тяжеленький был. Да, конечно. Побывав на конном состязании и побылев за лучших скакунов, глава региона зарядился положительными эмоциями и продемонстрировал бодрость духа. В этих скачках были 9 заездов. Каждый победитель и призер получил соответствующие подарки и денежные вознаграждения. А общий призовой фонд всех скачек составил 2 миллиона 750 тысяч рублей. В итоге лошади конно-спортивного клуба «Ахмат» завоевали 5 первых мест и ряд призовых позиций. Ахмед Хизриев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести. Чеченская Республика». Полк «Юг» имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова отметил 19-летие со дня основания. Торжественное мероприятие прошло расположение подразделения. Бойцов поздравил начальник отдела обеспечения безопасности главы секретарь Совета безопасности Чеченской Республики Адам Кадыров. Он вручил награды отличившимся военнослужащим и поблагодарил личный состав за службу в зоне проведения СВО. Глава региона в своем телеграм-канале поздравил полк и подчеркнул важную роль подразделения в обеспечении стабильности, борьбе с терроризмом и защите интересов России. Не то, что Росгвардия, МВД, Министерство обороны, вы подразделения, вы архайл, фейч регионское подразделение, вы мекдас Рамзан Аша, юшмел доломна, на остал дешадов, что вы. Из аэропорта Грозного отправился заключительный в этом году рейс с паломниками, направляющийся в Саудовскую Аравию для совершения хаджа. Традиционно чеченская делегация – одна из самых многочисленных среди регионов России, а их подготовка и организация перелета находятся на особом контроле у руководства республики. Как прошли проводы, узнаем у Рамзана Абуева. Это особенный день. Родные и близкие провожают своих дорогих людей в хадж, и обязательно фото на память. Совсем скоро их ждет полет и прибытие на священные земли Мекки и Медины. Это заключительный рейс этого года с паломниками. 3500 хаджу. Алхамдулиллах. Макка Мадина Чукашна. Везгилвош Аллах дала, хаджал да, умрат да, дел салават салам машал, дел элчанзир, дал курба лойл. دال قوش دال مصير غربانش عيدا درجة دال قبول دال قوي فش رمضان عجي ومخن أيمان عجي تبوش بالبال بختوش تبينك ضايب شويس خلوش دال وي فش ويقام أوكرين ما كاقيك شبل ويرجع عالش باش دال قبول سا دال ويزخلوش دال عمل عبادة دال دعاء دال حسب دال توفيق ليل مغشل ليل قرب ليل ويزخلوش دال تعبيش باش بهناش مصير عمل عبادة قبول دش قبيركت داش بين خيلق يزول حجة بطء يوشل شيريجي زما. Среди тех, кто отправился в этот путь, первый заместитель спикера парламента Салман Закриев, Райхан Кадырова и помощник главы, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Хадж – заветная мечта всей жизни верующих. Их лица сияют искренними эмоциями.
Ежегодно миллионы мусульман со всех уголков планеты устремляются в Мекку, чтобы исполнить один из 5 столпов ислама, укрепляя веру. Хадж включает в себя обход Каабы, бег между холмами Сафа и Марва, стояние на горе Арафат до захода солнца. Паломничество в Мекку для мусульманина – настоящее событие. Совершение паломничества в долг недопустимо. Сумма поездки для некоторых неподъемная. Поэтому для 200 верующих, совершающих хадж впервые, все расходы взял на себя региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Рамзан Абуев, Магомед Басаев, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев встретился с делегацией ведущих арабских журналистов в рамках блог-тура «Чеченская Республика. Территория мира». Гостям была представлена насыщенная программа, включающая посещение культурных, религиозных и инфраструктурных объектов. По словам гостей, в ближайшее время они планируют показать сюжеты, снятые в Чеченской Республике, на своих медиаплатформах. Блог-тур организован благодаря сотрудничеству телеканала Russia Today и Миннацинформа Чеченской Республики. Цель – показать устойчивое развитие региона, богатое культурно-историческое наследие и гостеприимство жителей. Бойцы легендарного спецназа «Ахмат», несущие службу в зоне проведения специальной военной операции, получили очередную партию помощи от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Эта гуманитарная миссия осуществлена по поручению муфтия Салаха Хаджи Межиева. Груз призван максимально поддержать наших защитников в сложных условиях. В его состав вошли современное обмундирование для комфорта и защиты, эвакуационные носилки для оперативной помощи и транспортировки раненых бойцов, пятиточечники для удобства на позициях. Хотелось бы выразить огромную благодарность за ту поддержку бойцов региональному общественному фонду имени первого президента Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, президенту фонда Аймане Насиевне Кадырова и главе Чеченской Республики Героя России Рамзану Ахматовичу Кадырову. Дал обл сагдыл, дейрейс хилшун, дал дикансбекамбыл. В актовом зале чеченского филиала Фонда «Защитники Отечества» состоялся круглый стол, приуроченный к 2-летию организации. На нем собрались все партнерские организации, ветеранские общественные объединения, а также представители партии «Единая Россия». В ходе встречи присутствующие вспоминали начало работы фонда и выступили с докладом о проделанной работе за все время существования организации. В завершении собравшиеся наметили планы на дальнейшую деятельность и поздравили с праздником. У нас большое количество наших участников специальной военной операции, которые стоят на комплексном сопровождении. У нас и не только участники, но и члены их семей. Мы заботимся о них как о своих родных, соответственно, они к нам обращаются повседневно по разным вопросам. У нас есть большие планы, то есть мы разрабатываем совместно с центральным аппаратом программы, как будем трудоустраивать, какие методы, какие механизмы будем применять. И, соответственно, в этом направлении будем работать с нашими подопечными. Сегодня 18-я школа Грозного стала одним из центральных пунктов проведения ЕГЭ по русскому языку. Сюда пришли выпускники из разных образовательных учреждений города, чтобы пройти это важное испытание. В школе созданы все условия для комфортной сдачи, организованы аудитории, соблюдены меры безопасности. За ходом экзамена следят наблюдатели. Слово Медине Мударовой. У выпускников Чеченской Республики сегодня важный день. Сейчас мы находимся у стен одного из пунктов проведения экзамена. Русский язык обязательный наряду с математикой предмета в 18-й школе Грозного пишут 183 человека. Сотни чеченских школьников волнительно подходят к основному этапу сдачи ЕГЭ. На пунктах проведения экзамена все строго. Входа в аудиторию только через рамки с металлоискателем. Посторонние предметы сдают. Все происходящее фиксируют камеры видеонаблюдения в онлайн-режиме. Для этого аудитории оснащены необходимым оборудованием. Задействовано 14 аудиторий, 173 участника. Организаторов мы уже распределили. Они поаудиторно готовят свои кабинеты. Учащихся рассаживают в шахматном порядке. Продолжительность экзамена 3,5 часа. Для получения аттестата необходимо набрать по этому предмету не менее 24 баллов, а для аттестата с отличием не менее 70. Луиза Битеева, ученица 38-й школы Грозного, медалистка и претендентка на красный аттестат. Девушка тщательно готовилась к экзаменам и уверена в своих силах. Поступать планирует на бухгалтера. Профильную математику мы писали, приставная
знаю, нам еще предстоит написать. За профильную математику я спокойно, надеюсь, что очень хорошо написала. По крайней мере, я готовилась, подготавливалась к этому экзамену и думаю, что написала хорошо. До начала остаются считанные минуты, ребята уже сидят в аудиториях и ждут инструктажа. В течение нескольких лет они готовились к этому моменту, и сегодня каждый будет пожинать плоды своего труда. Ну а мы можем пожелать им только удачи. Медина Мударова, Магомед Басаев, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. В Чеченской Республике стартовал этап всероссийской внедорожной гонки «Альфа-рейс». За 3 дня спортсмены преодолеют более 900 километров, из них 700 по бездорожью. В заездах участвуют мотоциклы и баги. Турнир проходит под эгидой Российской автомобильной федерации и входит в Кубок России. Инициативу поддержали глава региона Рамзан Кадыров и мэрия Грозного. Субъект уже 3-й раз принимает у себя этот яркий проект. До этого заезды проходили здесь в 2023 и 2024 годах. Соревнования обещают быть зрелищными, захватывающими и, как всегда, с боевым настроем. С точки зрения привлечения туристов и привлечения внимания к региону, это очень хорошо. Я вижу здесь именитых спортсменов, я вижу мастеров спорта, вижу чемпионов России по мото-квадрогонкам. И все они сегодня собрались в городе Грозный. Министерство спорта Чеченской Республики совместно с организаторами «Альфа-рейс» при нашей же поддержке в том числе организовал это мероприятие. И, на мой взгляд, праздник получается очень обширный. Почему? Потому что если раньше мы его проводили очень тихо, на этом у меня все. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева, и до новых встреч в эфире.